Здравствуйте, уважаемые зрители, дети и родители! В эфире программа «Растем и развиваемся». Веселые уроки творчества для детей и их родителей. И с вами снова я, Юлия Буркова. Сегодня мы с нашими юными помощниками покорим еще одну вершину. Мы будем применять вот такое подручное средство, как прищепку в виде стрекозы. А поможет мне в этом педагог Центра развития ребенка «Спектр» и наши юные помощники. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Ну, у нас сегодня вообще необычная прищепка и бах, и стрекоза. Почему? Расскажите. Ну вот сегодня мы решили показать, как можно применить прищепку. Во-первых, для чего это, да, будем делать? Во-первых, очень интересно можно сделать кукольный театр. Например, ширма, и на ширму замечательно закрепляются различные персонажи из прищепки. А во-вторых, это можно использовать в практических целях. Например, оставили маме какую-то записку, прицепили и положили. Уже стрекоза, да, она, привлечет внимание, и это всегда конечно, увидится. Конечно, сразу видит записку, поймет, что и что-то потом, не так. Например, какой-то праздник, тот же день рождения. Подарок. Да, можно и подарок. Можно, например, написать имя и на тарелочку на закрепить. Подарок можно, да, можно на подарок поздравления, да, можно кто где сидит, например, да, с именем на каждый. То есть применение многофункциональное и, в общем-то, интересный такой, прищепка, да, вот такой материал. Угу. Думаю, в доме есть у каждого. Да, есть у каждого. Единственное, вот хочу немножечко так предупредить, вот прищепка деревянная, она более практичная в этом плане, чем на нее замечательно ложится клей, вот обычный карандаш, да, поэтому можно делать с ребенком, я так думаю, что лет с 3-4, потому что все-таки прищепка у нас небольшая, и применение в более младшем возрасте, уже есть практика, это сложновато деткам приклеить, то есть приходится помогать, большую часть берет взрослый на себя, чтобы ребеночек делал более-менее самостоятельно, все он должен быть уже постарше. А на пластмассовую прищепку можно делать, но там уже использовать для более старших деток либо суперклей какой-то, либо может быть, да, или нет, ПВА нет, а вот двухсторонний скотч может тоже быть. как вариант, да. Потом вот деревянная прищепка еще, если есть время, то ее можно покрасить. Это может быть акрил, если это гуашь, то ее нужно лаком покрыть, потому что она все-таки красится. А акриловые красочки можно красить. Если это более старший ребеночек и это пластмассовая прищепка, то ее можно еще с любой цвет подобрать и фантазировать. Вот я, например, принесла, да, как образец, показать вот такая у нас, это у нас ворона, да, да? вот такая. То есть вот ее тоже можно прицепить на любой предмет. И, в общем-то, да, очень все, что угодно, да. И в любом театре можно с ней играть. То есть, в принципе, все что угодно. Замечательные самолеты получаются тоже вот на основе вот типа как на стрекоза, как только самолет можно еще хвост сзади. Давайте мы приступим к стрекозе. Да, мы берем прищепочку, и вот стрекоза у нас будет, вот где она открывается, да, это у нас будет голова. Давайте берем все остальное хвостик. Ребят. Берите прищепки, Маша, Кирюша. Берем прищепки. Значит, где открывается, это голова. Вот здесь у нас есть с вами, видите, железная палочка, как бы разграничивает туловище и голову. Вот около этой железной палочки, можно прямо на ней, мы возьмем клеем, намажем. Берем клей, Маша, Кирюша, берем клей. Нет, глазки, не глазки пока. Мы будем делать крылышки сейчас. Глазки попозже. Еще можно, например, играть, да, если это ротик нашей стрекозы, мы можем что-то туда тоже вложить, да, вот она сможет что-то нести. Ага, Машенька уже приклеила, да, чуть-чуть подальше. Кирюша, берем крылышки, и вот серединка там помечена, вот таким образом мы приклеиваем. Пока не надо ее сильно летать, потому что клей он должен высохнуть, чтобы все это присохло хорошо. Нет, а теперь мы переворачиваем Посмотри, и делаем снизу то же самое. То есть с другой стороны намазываем клеем. Вот у нас еще в прищепках, да, есть такие ориентиры, что очень хорошо для деток ориентироваться. Объем мы создаем, как бы не просто плоскую какую-то фигурку, а объем. Так.
этот кукурузник у нас получается. Ну да, вот если такой делать, с виду. например, а еще можно для самолета использовать вместо бумаги, вот мы используем картон, а там можно использовать палочки от мороженого, то есть они деревянные, это будет уже очень прочный такой самолет действительно, и его можно красить вот вместе с нашими крыльями. Какая Так, крылья наша мы сделали, следующая да? стадия? Теперь мы должны сделать нашей стрекозе туловище. У нас есть 3 кружочка разноцветных на тарелочках. Опять же, кружочки мы не будем намазать, мы намажем саму деревяшечку. И первый кружочек мы приклеиваем вот прямо от края. Юлия Владимировна, скажите, что в детях будет такая работа развивать? Мы развиваем фантазию, Давай развиваем поехали. воображение, развиваем мелкую моторику, развиваем вот пространственное мышление, повторюсь, потому что объемная игрушка. Ну Так, и ну потом, смотря для чего она сделана. То есть либо отношение к близкому, то есть для чего мы делаем эту игрушку. Вот. Ну и последнее, что нам осталось Приклеить сделать, глазки. это приклеить глазки. Да. Работа, сразу скажу, самая такая кропотливая, потому что очень мелкие глазки, но нам нужно все равно нарядить ее, сделать вот эти глазки. Завершающий этап – это Да, глаза. последнее Да. мы делаем, вот мы сказали, что вот это у нас будет голова, значит мы намазываем с самого края, тоже побольше клея и приклеиваем глазки. Наши У нас глазки стрекозе. могут быть разные. У нас стрекоза может быть Ну да. какая-нибудь сказочная, Стрекозы волшебная. глазки лупатые такие, да, не могут Давай, клей выходить. аккуратненько. В принципе, совсем с маленькими детками можно делать это пластилином. Единственная такая игрушка, она будет нефункциональной. Ну да. Потому что пластилин все-таки переменять. А вот про дерево еще, да, вот чем преимущество перед пластмассой, все-таки это дерево, и для деток это, конечно, более такой материал приятный и для Вот изделий. Наши стрекозы готовы. Все, да, сделали Такие наши получились. ребята. Вот таких стрекоз. Все, теперь можно их Можно куда-то с ними, использовать, да. да. Что-нибудь с Можно ними играть, делать. можно использовать в театре, можно мамам записки писать. Если вы или ваш ребенок не успели посмотреть передачу от начала до конца или же что-то упустили, то нас можно найти в интернете на сайте ТВ6 Курс. Вот еще одним вопросом от наших юных почемучек стало меньше. Теперь вы дома со своим ребенком сможете сделать вот такую стрекозу из прищепки. А я напоминаю, что только с вашей помощью ваш ребенок добьется успехов и будет расти и развиваться вам на радость.